Многие бизнес-ассоциации Кыргызстана обратились к президенту с призывом помочь бизнесу. Многие предприятия в стране оказались в тяжелом положении. Тем временем нарастает глобальное давление на Россию, появляются все новые санкции. Очевидно, что экономическая ситуация в Кыргызстане будет еще более сложной. Падение курса российского рубля уже напрямую повлияло на курс кыргызского сома. И бизнесу, и гражданам, бравшим кредиты в иностранной валюте, сейчас придется очень сложно. Тем временем Кабинет министров готовит пакет антикризисных мер. Кстати, крупные международные компании объявили, что уходят с российского рынка, что, конечно, приведет к резкому сокращению рабочих мест в России. И кыргызские мигранты будут вынуждены вернуться. В ближайшие полчаса эфир продолжает Capital, анализируя вместе сложившуюся экономическую ситуацию. Из-за войны в Украине западные страны, США и азиатские экономические гиганты, такие как Япония и Корея, вводят санкции против России. К ним относятся исключение крупнейших банков страны из системы SWIFT, запрет на продажу евро и долларов российским банкам и гражданам, а также блокировка России от глобальных систем MasterCard и Visa. Санкции введены в отношении российских олигархов и государственных чиновников. Многие страны прекратили выдачу виз российским гражданам. И пока Соединенные Штаты отказываются покупать российскую нефть, Европа пытается снизить свою зависимость от российского газа и нефти. BBC сообщает, что Россия переживает глубокий экономический кризис и близка к дефолту. В среду открылись основные торги на Московской фондовой бирже, и ожидаемо в начале дня рубль обвалился, вплоть до 120 рублей за доллар и более чем 131 рубля за евро. Это максимумы. Надо сказать, что власти при этом пытаются действительно стабилизировать курс валют. Так, сначала ЦБ вышел с валютными интервенциями, но смог осуществлять эти операции недолго. Валютные интервенции – это когда регулятор или какая-то другая крупная организация выходит на рынок, соответственно, продает на этом рынке валюту и покупает рубли. Собственно, такой крупный игрок, он поддерживает рынок и поддерживает курс. ЦБ на это тратил свои золотовалютные резервы, но западные страны, в том числе США и ЕС, ввели санкции против самого Центрального банка, ограничив его резервы. Соответственно, он их держал на различных счетах, например, других центробанков других стран. ЦБ просто больше не смог выходить с валютными интервенциями. Соответственно, после этого российские власти придумали новый механизм. Они обязали компании, которые экспортируют различные товары за рубеж, ну, прежде всего, это основные статьи экспорта России, нефть и газ, выходить на рынок также с интервенциями и продавать те деньги, которые они получают за эту торговлю, то есть свою экспортную выручку. Вот. И, соответственно, теперь как бы вот эти валютные интервенции на рынке осуществляют эти компании. Соответственно, они не дают рынку сильно упасть и доллару и евро взлететь к рублю еще сильнее, чем это произошло сейчас. В принципе, вот сейчас многие заметили в московских магазинах, что уже выросли цены на компьютеры, на различную компьютерную технику, сильно увеличились цены на строительные материалы. Это то, что в первую очередь пересматривается. Скорее всего, будет новый виток роста цен, который связан не только вот с тем, что просто вся стоимость импортных товаров выросла, но, скорее всего, будет это передано дальше по цепочке поставок, и вырастут цены на различные продукты питания в магазинах и прочее. В принципе, это уже в той или иной степени происходит. Но и плюс на цены, конечно же, повлияет то, что многие крупные компании либо приостанавливают производство в России, либо уходят из России, либо каким-то образом ограничивают инвестиции в российскую экономику. То есть фактически у нас вся жизнь в России будет намного-много дороже, чем она была до вот этого кризиса. Отчасти это причина этого девальвации рубля, и вторая причина – это, конечно, уход компаний. Появилась тревожная новость от рейтингового агентства Fitch. Рейтинговое агентство – это организация, самые крупные в мире – это Fitch, Standard & Poor's и Moody's. Они оценивают кредитоспособность различного вида заемщиков. Эти рейтинговые агентства оценивают, насколько этим заемщикам можно давать деньги взаймы, насколько они готовы выплачивать свои обязательства. Fitch как раз заявил, что Россия находится в преддефолтном состоянии. У каждого рейтингового агентства есть шкала. И по этой шкале в России рейтинг лишь на одну ступеньку выше дефолта. Это означает, собственно, что
По мнению этого агентства, дефолт страны неминуем. Фич полагает, что Россия просто не готова выплачивать по своим обязательствам из-за санкций. Санкции, конечно, ударили болезненно по экономике страны, но, возможно, будет принято политическое решение, что если Запад вводит против России санкции, то зачем России платить Западу? В этой ситуации то, что произойдет, это, конечно, называется дефолтом. На самом деле в российской истории уже был дефолт. Это произошло в 1998 году, когда российская экономика пережила один из самых сильнейших кризисов в своей истории. Если вспоминать об этом, то тогда государство набрало очень много различных облигаций и не смогло расплатиться по ним. И для российских властей этот опыт был достаточно болезненным. И многие годы Россия проводила крайне консервативную экономическую политику, и вместо того, чтобы как-то поощрять внутренний спрос, вкладывать много денег в экономику и прочее, даже несмотря на высокие цены на нефть, российские власти очень много денег откладывали в резервы. На 1 февраля они оценивались 175 миллиардов рублей. И Россия за счет вот этих вот резервов низкого долга считалась очень такой стабильной экономикой, в которую безопасно вкладывать деньги. Во-первых, если долг маленький, то его легко выплатить. Во-вторых, если что-то случится, то всегда его можно покрыть резервами. Но теперь получается, что политическая воля, она как бы оказалась сильнее, чем экономические факторы. И сейчас агентства сомневаются именно в том, что руководство России захочет выплатить долги, и захочет ли выплатить долги в той валюте, в которой оно занимало. Дефолт в этот момент может быть каким-то триггером, который усугубит ситуацию, но вряд ли он повергнет Россию в кризис, потому что российская экономика и так в целом в глубоком кризисе. И сейчас переживает один из худших периодов своей истории. И, соответственно, что будет дальше, очень сложно сказать, потому что дальше все будет зависеть от дальнейших санкций. Потому что США, Европа, Великобритания уже ввели достаточно болезненные санкции, которые касаются российской банковской системы. Так, например, сейчас на выходных, например, запретили расчеты по картам MasterCard и Visa российских банков. Многие российские крупнейшие бизнесмены и чиновники оказались в санкционных списках. В Россию запрещены поставки некоторых товаров, технологий и прочее. Но одна из самых суровых санкций, которая сейчас обсуждается, это санкции на основную статью экспорта Российской Федерации. Это экспорт энергоресурсов. Это нефть, газ и уголь. ЕС пока обсуждает эту меру. Они договорились о том, что они будут снижать зависимость от российского экспорта, но ни в коем случае не отказываться. Если действительно Европа все-таки откажется от этого, для России это будет означать не просто большие проблемы, это будет означать широкомасштабный кризис. В одном из докладов, об этом писал Capital Economics, ВВП может упасть до 25%, это гигантское падение. При этом рубль сильно подешевеет, доллар может стоить 200 рублей. Инфляция может разогнаться до 30%. В этом случае уровень жизни россиян очень резко упадет, страну может накрыть волна всяких банкротств и дефолтов компаний, и это будет такой широкомасштабный кризис, из которого страна будет еще много-много лет выбираться. Тем временем десятки мировых компаний объявили о своих планах покинуть российский рынок. Среди них BMW, Volkswagen, Lego, IKEA, Toyota и не так давно свои заведения по всей России закрыли Макдональдс, Starbucks и KFC. Во многих ресторанах этих сетей работают кыргызские мигранты. Закрытие только IKEA лишило работы 15 тысяч человек, а закрытие тольяттинских заводов Renault и Nissan сделало безработным 35 тысяч человек. Это приведет к резкому сокращению рабочих мест в России, что вынудит кыргызских мигрантов вернуться. Бир Алмаз деген бир мигрант блогер бар интернетте, ошол жакшы айтты, түшүндүрдү. Азыр көптөгөн автоконцерндер жумуштан иштерин токтотуп атат Россияда. Есть мигрант-блогер Алмаз. Вот он хорошо рассказал и объяснил. Сейчас многие крупные автоконцерны закрывают заводы в Россию. Когда они закроются, то сотни и тысячи граждан России останутся без работы и начнут искать другую работу. Могут претендовать на рабочие места мигрантов, и тогда уже мигранты останутся без работы. То есть, кроме того, что происходит обесценивание рубля и сома, будет увеличиваться еще и безработица.
И вот я думаю, что тысячи мигрантов вернутся в страну от безысходности, потому что, во-первых, их зарплаты станут на уровень бишкекских с новым курсом рубля. Во-вторых, просто будет безработица. И в-третьих, сейчас происходит разное. Я только что прочитал, что в сети магазинов Ашана в России устанавливают ограничения на продажу продуктов. Например, не будут продавать больше 10 килограммов сахара и столько-то масла в одни руки. Мигранты могут возвращаться из-за таких ограничений. Теперь что должно делать правительство? Может, будет договариваться на краткосрочный период с другими странами. Например, у нас много мигрантов в Южной Корее, Японии, Германии, Турции. Во многих этих странах нужна рабочая сила, какую-то часть можно отправить туда. Түштүк Кореяда көп бизде мигранттар, и Жапония, Германия, баарында эле көптөгөн жумушчулар керек. Эми Турция жана башка өлкөлөр. Бир канча бөлүгүн ошол жака сорттош керек. Между тем, Всемирный банк прогнозирует, что денежные переводы из России в Кыргызстан сократятся на 33%. Экономика Кыргызстана очень зависима от этих поступлений. Общий объем денежных переводов составляет порядка трети ВВП со страны. По итогам 2020 года объем денежных переводов из России в Кыргызстан составил 2 миллиарда 600 миллионов долларов. Численность работающих в России кыргызстанцев оценивается в число от 600 тысяч до 1 миллиона человек. Тем временем Western Union, международная система денежных переводов, которая использовалась в том числе и кыргызскими мигрантами для отправки денег на родину, заявила, что с 24 марта приостанавливает операции в России. При этом в России полностью перестали работать Visa и MasterCard. Поэтому многие банковские карты в России сейчас тоже не работают. Как это повлияет на банковскую систему Кыргызстана? Несмотря на геополитическую ситуацию в мире, платежная система Кыргызской Республики остается стабильной и устойчивой. Коммерческие банки работают в штатном режиме, предоставляя полный спектр платежных услуг, включая платежи с использованием банковских платежных карт, как L-Card, которая в 2006 году была создана, и в рамках которого граждане получают заработную плату, пенсии, пособия и другие выплаты. Также функционируют международные платежные системы, в том числе как Visa, MasterCard. Во избежание ажиотажного спроса и паники, которая наблюдалась в январе текущего года, Национальный банк рекомендовал коммерческим банкам проинформировать своих клиентов, пользователей международных платежных систем и провести соответствующие мероприятия по выпуску дополнительной карты L-Card, для того, чтобы бесперебойно клиенты могли совершать операции в безналичной форме использования банковских платежных карт. Было получено уведомление от компании Visa о том, что данные ограничения не отразятся на процессинговые центры, и наши коммерческие банки могут осуществлять свою деятельность в штатном режиме. Товарооборот между Россией и Кыргызстаном в 2021 году составил 2,5 миллиарда долларов. Однако основная часть этой суммы, 2 миллиарда 17 миллионов, приходится на импорт Кыргызстана из России. Тогда как Кыргызстан экспортировал в Россию товаров только на 333 миллиона долларов. Россиянын өзүнөн эле былтыр 740 миллион долларга күйүүчү майлар келген. Бензин, солярка жана башка. Андан тышкары дагы бир 400 миллион доллардан ашык башка товарлар келген. Анын ичинде буудай, май, өсүмдүк майлары, кум шекер, ундан чыгарылган ар кандай заттар. Только из самой России в прошлом году привезли ГСМ на 740 миллионов долларов, бензин, солярка, и более чем на 400 миллионов долларов завезли другие товары. Туда входят и пшеница, масло, сахар, мука, мукомольные изделия, строительные материалы, железо, лес и так далее. Да, их можно также импортировать из России, но вопрос в том, чем мы будем платить. Вопрос стабильности кыргызской экономики. То есть, если считать по нынешнему курсу, то в прошлом году мигранты перевели 2,7 миллиардов долларов, а по нынешнему курсу это будет меньше, чем 1 миллиард долларов. И вот, на какие деньги теперь будем закупать товары. В сомах никто нам не будет продавать. В рублях, сказали, тоже не будут продавать. То есть шли разговоры о том, что можно было бы расплачиваться в юанях и рублях. Но и юани тоже нужно покупать за доллары. Без этого нам никто юани не продаст. На самом деле сейчас много проблем. У нас в Кыргызстане есть много малых и средних предприятий, заводов, фабрик, предприятий по переработке. Большая часть сырья, запчасти приходят из Европы, но оттуда их везут через Россию, потому что главные представительства компаний по СНГ, по ЕС, которые это производят, находятся в Москве или Санкт-Петербурге.
Значит, все это теперь невозможно заказать из России, либо надо напрямую выходить в Европу. Это займет время, и есть проблемы с логистикой. И это будет серьезно влиять на экономику. Как минимум, пока мы не научимся работать в новом формате. Нужно время, надо быть готовыми к срывам. Өкілдері ошол Москва, Петербургда жайгашат да. Биз демек анын баары азыр Россиядан заказ бере албай калат. Же түзмө-түз кайра Европага чыгыш керек болуп калат. Ал бир канча убакыт алат, логистика маселеси бар. Кысасы бул экономика бир топ эле сокку берет. То есть кеминде 1-2 ай жаңы форматта иштегени үйрөнгүчө бир топ убакыт кетет, токтоолор болушу мүмкүн. За последние несколько дней кыргызский сом обесценился на 20% по отношению к основным валютам. В результате кредитные обязательства кыргызстанцев в иностранной валюте выросли на 20%. Кроме того, Нацбанк повысил учетную ставку с 8,5% до 10%. Это означает, что стоимость кредитов для коммерческих банков возрастет. Юрист Фатима Якубаева предлагает рассмотреть несколько возможностей для защиты бизнеса от валютных рисков. Часто договорные обязательства, то есть стоимость контракта, суммы, стоимость за услуги, за товары, она определена в иностранной валюте, например, при экспорте и при импорте. И, соответственно, вот, учитывая ситуацию, которая сейчас сложилась, и надвигающиеся последствия для нас из-за санкций для России, то мы, конечно, можем почувствовать на себе то, что покупательская способность наших денег сильно изменится. То есть будет очень высокий уровень инфляции, и поэтому бизнесу очень важно позаботиться о том, чтобы они обеспечили себя, хотя бы минимизировали риски. Например, они заключили бы дополнительные соглашения со своими контрагентами, либо с другими поставщиками о переводе обязательств в национальную валюту. То есть если у них в контрактах, например, в договорах поставки написано, что стоимость, например, контракта $1000 и выплачивается по курсу НБКР, то лучше либо сделать договорной курс, к примеру, 90 сомов $1 США стоит, либо уже расчеты установить, например, в национальной валюте. Потому что валютные риски, они однозначно будут негативно влиять на кыргызстанский бизнес, на стоимость товаров, на стоимость услуг и, конечно, на конечных потребителей. Потому что в конечном счете мы будем платить дороже за ту же самую булку хлеба, пачку молока и так далее. Все потому, что обязательства, изначальные договора поставки, они выражались, например, в иностранной валюте. Поэтому однозначно первый совет – это переводить либо в национальную валюту обязательства, либо устанавливать договорной курс в контрактах. Это можно сделать путем заключения дополнительного соглашения к контракту. Что касается ипотеки и вообще контрактов с банками, да, они могут не соглашаться. Им же невыгодно, они как раз наоборот зарабатывают на курсовой разнице. Это банки, это не благотворительные организации. Но тут можно идти на переговоры, разговаривать. То есть в зависимости от того, какая была кредитная линия. Например, по ипотекам редко, да, идут навстречу, но по каким-то другим кредитным линиям, когда часто кредитуют бизнес, да, там они меняют. У меня были в практике случаи, когда удавалось банкам договориться, чтобы они поменяли. Вот когда локдаун был, и с 69 сомов, да, доллар вырос до 84. И тогда нам удалось клиентам договориться, чтобы банк поменял все это, ну, скажем так, сконвертировал в национальную валюту. То есть такие прецеденты есть, но они чаще все-таки по бизнес-кредитам, по коммерческим кредитам, по потребительским кредитам такое редко случается. Можно, конечно, написать заявление в кредитный совет, чтобы они рассмотрели этот вопрос, чтобы они пересмотрели, либо ставку уменьшили, либо перевели в национальную валюту. Это, конечно, тоже все можно сделать. Конечно, постараться стоит, то есть постараться однозначно стоит изменить эту ситуацию, потому что потом, даже если будут судиться, да, будут говорить, это были невыгодные условия, кабальные условия и так далее, суд может спросить, а что вы сделали для того, чтобы в досудебном порядке этот вопрос разрешить. И если человек просто пожмет плечами, скажет, ну ничего, да, то это может тоже не в лучшую сторону сыграть для истца, в данном случае для этого бизнесмена. Поэтому мой совет однозначно с юристом или без юриста, неважно, попробовать, попытаться договориться с банком, либо с вашим кредитором, чтобы изменили договорной курс. Чтобы изменили курс на договорной, либо изменили там в национальной валюте.
Конечно, с каким-нибудь, например, в торговой сфере можно договориться о бартере. Тоже, да, это тоже, в принципе, механизм, что вы договариваетесь, мы будем оплачивать вам по бартеру, стоимость этого товара обязательно надо обозначать, чтобы потом не было, что доплатить надо, да, дополнительным товаром, либо еще что-то. То есть, в принципе, если вот суммировать, то это договорной курс, установить, что $1 стоит там 85 или 90, второе – это перевести все в национальную валюту, и третье – это договориться о бартере. То есть, если мы говорим о торговых, да, операциях. А если мы говорим о банке, то это однозначно писать заявление на имя кредитного совета банка, чтобы они рассмотрели вопрос об изменении процентной ставки, либо о конвертации кредита в национальную валюту. Меж тем, 25 кыргызских бизнес-ассоциаций публично обратились к президенту Джапарову с просьбой реструктуризировать бизнес-кредиты и конвертировать займы в иностранной валюте в сомовые. За последние 5-7 лет наш курс сома он обесценился около 50%, 58%. Это может сильно ударить по деловой активности нашей страны. Это так как наши производители, наши фирмы обеспечивают продукты продовольственной безопасности. И в этой связи мы сейчас от имени бизнес-сообщества сообща, все это понимают, и банковский сектор, я имею в виду предпринимательский, и микрофинансовые организации, и мультисекторальные ассоциации, мы объединились и озвучили такую рекомендацию, чтобы в свете этих событий, чтобы наши кредиты, которые были в долларах, они перевели в сомы. Есть такая возможность. Почему? Потому что в 2014 году, когда был первый кризис в нашей ситуации, мы, оказывается, как страна использовали такой инструмент, свап, инструмент Национального банка, когда это более было социальное направление, когда по госипотечной компании перевели гражданам к доллару кредит на сомы. И мы сегодня также просим, так как мы внутри ЕС, у нас основной товарооборот это между странами, Казахстан, да, не секрет, это Россия, например, о том, чтобы сейчас наш торговый оборот именно будет, мы сейчас можем наблюдать, такое есть предположение, что это будет в сомах, либо в рублях, либо в тенге. И в этой связи нам будет выгоднее, нашим предпринимателям, чтобы сохранились эти валюты, наши внутри ЕС. Кабинет министров совместно с Национальным банком в настоящее время готовит пакет мер по конвертации валютных кредитов товаропроизводителей в сомовые. По словам министра экономики, при конвертации валютных кредитов в сомовые $1 будет считаться по курсу около 85-90 сомов, а разница будет покрыта за счет государственного бюджета. Кабинет министров подготовил пакет антикризисных мер и выразил намерение тесно сотрудничать с бизнес-сообществом в борьбе с кризисом. Наша задача как органов государственного управления не допустить резких изменений с ценами. Нам нужно вот этот период нестабильности, неопределенности помочь как бизнесу, так и населению плавно пережить этот период с тем, чтобы... Я неоднократно говорил о том, что наши бизнесмены, они очень предприимчивые люди, мы уже через череду различных кризисов прошли, и бизнес, он умеет адаптироваться к любой сложной ситуации. Наша задача помочь бизнесу пройти вот этот период наименее безболезненно, с тем, чтобы он мог адаптироваться к изменившейся ситуации. Ну, что касается проверок бизнеса, да, мы рассматриваем сейчас в качестве одного из вариантов пролонгировать мораторий на проверки бизнеса. Косвенное действие санкций – это лишь одна из угроз. Сам Кыргызстан стоит перед угрозой прямых международных санкций. Это зависит от официальной позиции Кыргызстана по событиям в Украине. Ранее президент Украины Зеленский отозвал послов в Кыргызстане и Казахстане в Киев для проведения консультаций. Однако уже после выступления Садыра Джапарова в кыргызском парламенте украинский депутат заявил, что в такой ситуации Кыргызстану лучше занять нейтральную позицию, чем поддерживать агрессию. В недавнем выступлении перед парламентом президент Садыр Джапаров впервые заявил, что Кыргызстан в этой ситуации будет на стороне справедливости. Вице-премьер-министр Эдиль Байсалов позже написал в Твиттере, что справедливость есть справедливость, заявив, что Кыргызстан привержен прекращению насилия и установлению мира. Многие стали обвинять Россию в агрессии. Возможно, кыргызские власти начали понимать риски санкций против Кыргызстана. Я в глубине души абсолютно уверен, что президент Джапаров не хочет
чтобы в Кыргызстане все было плохо. Вот я думаю, что он думает о своей власти и так далее, но он не хочет, чтобы мы упали в пропасть. Да? Инстинкт самосохранения и какая-то любовь к стране у него есть. И я думаю, что он сейчас перед очень тяжелым выбором стоит. Но в таких случаях альпинисты режут веревку. Это закон гор. Когда кто-то начинает падать, и ты видишь, что этот кто-то, ты его не можешь удержать, ты режешь веревку, потому что вы можете умереть вдвоем, или он может умереть один. Сейчас вот такая аналогия, она очень неприятная, и вообще вся эта ситуация не оставляет приятных выборов. И еще я хотел бы, чтобы все понимали, что санкции — это очень серьезно. Кыргызстан никогда не был толком под санкциями. Но если мы сейчас окажемся под санкциями, это повлияет на все в нашей жизни, потому что, в отличие от России, мы почти ничего сами не производим. И у нас останутся такие партнеры, как Россия и Китай, вероятно. Ну, может быть, Казахстан, хотя не факт. Если Казахстан удержится, он может оказаться в несанкционном списке. И тогда это значит, что он не сможет торговать с нами. Тот, кто торгует с санкционной страной, сразу попадает под санкции. Вот. И мы лишимся огромного количества вещей, которыми мы сейчас пользуемся. Например, мы не сможем покупать машины в Европе и в Японии, в Штатах. Мы не сможем покупать запчасти. Мы не сможем покупать технику. У нас не будет компьютеров. Когда наши компьютеры закончатся, у нас их просто больше не будет. И мы будем вынуждены сотрудничать с Китаем намного больше, а Китай — это такой сложный очень партнер. Просто так ничего не делает, и чем больше ты сотрудничаешь с Китаем, тем глубже ты погружаешься в диктатуру. Сейчас уже все ясно. Вот. Нас ждет мы превратимся в экономическую пустыню, если мы попадем под санкции. Понятно, что если ситуация продолжит накаляться, мировую экономику ожидает серьезный кризис. Он уже начался. Пока никто не готов прогнозировать, что ждет Кыргызстан из-за этого кризиса. Страна уже сильно пострадала от колебаний на валютном рынке. Обесценивание сома, с одной стороны, увеличивает внешний долг страны, но с другой снижает покупательскую способность населения и увеличивает бедность. Поэтому правительство должно в первую очередь создать условия для свободы предпринимательства, улучшить инвестиционный климат, снизить давление на бизнес, ограничить участие государства в экономике и укрепить демократию. Вот как американцы говорят, типа, жизнь подкидывает тебе лимонов кислых, сделай лимонад, да? Мы должны думать, окей, в этой ситуации, что хорошее мы можем получить. Я даже не имею в виду просто экономические выгоды. У нас впервые в истории Кыргызстана появился шанс получить реальную независимость. Это очень серьезно. Независимость — это возможность проводить собственную политику. У нас супер антихрупкая страна, у нас население, которое сможет адаптироваться к любой ситуации. И если для нас возможность работы со всем миром будет открыта, я не говорю только про уехать и работать там, я говорю просто сотрудничество, продавать, торговать им, продавать что-то, покупать что-то от них, мы адаптируемся, мы найдем. Причина нашей нищеты в отсутствии независимости. И если бы так дальше продолжалось, мы бы всегда оставались самой бедной страной. Началась реальная независимость, экономическая свобода, возможность вести предпринимательство, не бояться, что у тебя будут отбирать, вера в то, что суды будут работать. Есть вещи, которые давно назревали, сейчас они просто должны быть сделаны очень быстро. Всем понятно, что нужно делать. Конечно, сейчас мир стоит перед большим испытанием, и структура мировой политики, глобальной экономики коренным образом меняется. Остается надеяться, что в ходе этих перемен Кыргызстан сможет найти свой путь, сохранить и укрепить свою независимость, экономику. И нельзя забывать, что то, куда идет страна в такие кризисные времена, это ответственность каждого из нас, каждого гражданина.